Новостройки в Плиево застраиваются, заселяется все больше людей, но некоторые владельцы не торопятся оформлять домовладение. Эта проблема здесь стоит особенно остро, в связи с чем сотрудники администрации проводят профилактический рейд, чтобы вразумить жителей домовладений, не имеющих права на собственность. Один из таких домов находится по улице Халмурза, Плиева. Так. Это участки, которые выдавали до 2001 года. А до 2001 года не ко всем участкам были прикреплены лицевые счета, и из-за этого оформление, там уже бюрократические эти проволочки и нереально. Это когда выдавали в 95-м году эти участки? Наверное, я не знаю. знаю. Я эти участки купил, приобрел. По словам фактического владельца Адама Плиева, он пытается зарегистрировать свой дом с 2014 года, но из-за отсутствия договора купли-продажи Росреестр отказывает ему в оформлении, не имея оснований считать его полноправным владельцем. Сотрудники администрации пообещали помочь Адаму с получением документов. Я сейчас посмотрю, где этот списки есть по выдаче, когда выдавали. Я посмотрю на них, так? Посмотрю на них. Если действительно выдавали, тогда мы тебе оформим только через суд надо будет. Законное владение домом и земельным участком дает больше прав. Помимо услуг ЖКХ, собственники могут продавать, обменять, дарить, устроить перепланировку недвижимости, улучшить жилищные условия с помощью материнского капитала и зарегистрироваться по месту проживания. Но не все это понимают. По словам сотрудников администрации, здесь, в районе новостроек, около 90% жителей не имеют права на свою собственность. Люди не хотят, видимо, платить налоги или не знают, как оформлять документы, и не приходят в администрацию. Зарегистрировать право собственности можно через МФЦ или же онлайн с помощью личного кабинета на сайте Росреестра. Займет оформление не больше месяца, а если у кого-то возникнут проблемы, то муниципальные власти всячески помогают жителям в этом вопросе. Даже если нет ни одного документа, то можно с помощью опроса соседей в письменной форме о том, что лицо является фактически владельцем, через суд оформить свое домовладение. Все очень упрощено. Многие бюрократические, ранее существовавшие какие-то препятствия, они минимизированы. То есть буквально имея на руках какую-то там выписку с хозяйственной книги, какое-то постановление, один документ, гражданин может обратиться и оформить и дом, и земельный участок. То есть не нужно ни каких-то там разрешений, ни каких-то там уведомлений, какие-то другие органы ходить, какие-то БТИ, не БТИ. То есть максимум, что ему нужно будет, это сделать, обратиться к кадастровому инженеру, сделать межевой план и приложить эти документы. То есть все очень быстро, сроки у нас ежегодно сокращаются. Согласно закону, оформить собственность необходимо каждому без исключения. Это поможет увеличить, ко всему прочему, поступление в бюджет региона. Отсутствие регистрации чревато тем, что в один день вам могут отказать в предоставлении коммунальных услуг. А местные администрации с правоохранительными органами могут добиться через суд решения о сносе постройки. Не имея правового документа, она будет считаться незаконной. Самое главное, оформив свое право, человек уже дальше, даже если ему на сегодняшний день это не нужно, завтра это может ему понадобиться. То есть куда-то обратиться, за каким-то в банк обратиться, получить какой-то кредит, какую-то социальную выплату получить, подключить там свет, газ провести. То есть во всех этих случаях прописаться в доме. Везде, куда бы он ни пошел, ему в любом случае нужно наличие права собственности на дом, на земельный участок. Это его безопасность, это его необходимость. Документ, оформленный на объект недвижимости, это все равно, что на сегодняшний день паспорт для человека. Если у тебя нет паспорта, ты никуда не поедешь, никуда не обратишься, ни в какую организацию тебя не примут. Подобные рейды будут проходить по всей республике. Если сейчас они носят профилактический характер, то уже в следующий раз могут прийти с требованиями. Управление Росреестра рекомендует узаконить свои дома. В противном случае вы находитесь в собственном жилье на птичьих правах, и дом в крайнем случае могут изъять. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Муслим Арчаков, Магаз 24.